Более 100 лет назад на этом самом месте был построен первый стадион. Любители футбола приходили сюда часок-другой погонять мяч, размяться. Спустя век на этом самом месте был построен целый спортивный комплекс. Стадион рассчитан на 4200 мест. Комплекс вместил в себя раздевалки, душевые, гимнастические и тренажерные залы, пресс-центр и многое другое. Покрытие поля искусственное. Говорят, оно лучшее из существующих. Согласно сертификатам, представляет последнее поколение искусственных покрытий. Предвосхищая все вопросы, обратились к тем, кто уж точно может оценить качество такого покрытия. На мой взгляд, вот это поле, оно последнего поколения, оно очень даже неплохого качества. Я бы даже сказал, что оно хорошего качества. Именно само поле. Если мы говорим о его, так скажем, спортивной составляющей, и оно очень даже неплохого качества. Конечно, учитывая наши погодные условия, было бы неплохо, если бы здесь лежало натуральное поле. Но тогда в этом случае мы бы только на нем могли проводить какие-то официальные матчи. Это поле, я думаю, что на этом поле можно заниматься вообще круглые сутки, и оно какое состояние у него было, таким оно и останется. Тему столичного стадиона не обсуждал только ленивый. Одни ругали прошлую власть за столь долгое строительство, другие за столь масштабное строительство, на которое были затрачены миллионы рублей российской помощи. Стадион строили немногим больше 2 лет, потратив на него сотни миллионов рублей. Огромные средства, хотя комплексным планом на данный объект первоначально предусматривалось всего 30 миллионов рублей. Однако позже на объект перераспределили средства, предусмотренные на реконструкцию республиканского стадиона. Кто принял данное решение, а главное почему, осталось неизвестно. Так, из 30 миллионов рублей сумма достигла 329 миллионов. Различные сложности при возведении комплекса потребовали дополнительные средства, вдвое больше. Итоговая сумма 658 миллионов рублей. И в центре Сухума появился объект, который президент Рауль Хаджинба назвал подводной лодкой в степях Украины, ставя под сомнение его необходимость. Долгих 2-3 года стадион строили, улица разбита. Здесь проложили трубы. Проложили трубы. Вроде бы мы не знаем, как полную мощность, если все заработает, может быть, какие-то сбои еще будут, но с канализацией вроде бы более-менее решили вопрос. Но то, что касается чистоты, посмотрите, тротуары в каком виде. Это центр города, понимаете? Новый стадион, здесь привлекает внимание людей, здесь будут какие-то там концерты и так далее, там спортивные состязания. Надо эту улицу привести в порядок просто. Неудобства, связанные со строительством стадиона, испытали не только жители близлежащих домов. Каждый из нас, проезжая мимо объекта, будь то на личном или общественном транспорте, не раз мысленно выдавал пару ласковых в адрес властей, так не вовремя и не к месту решивших затеять это строительство. Интернет пестрил фотографиями нечистот, заливавших соседские со стадионом дворы. И вот стройка подошла к концу. Но претензии соседствующих со стадионом жильцов по-прежнему актуальны. Несколько раз писали заявление в горсовет, в администрацию, чтобы обратили внимание на нашу улицу. Вот вы обратите внимание, что творится, вода течет без конца. Пока стадион строился у нас, пыль, мы не могли открывать окна, двери, потому что пыль была в подъезде, вообще в квартирах вся пыль, вообще невозможно было открыть. Пообещали, что когда стадион построят, что и улицу сделают. Надо благоустройство сделать тротуары, бордюры, как принято вообще. Дорожка должна быть. يصير شجاكوري يسيتو تبرا ويزينام له حزينا له زوم زدرا أجا وانا من سندي حاجلون أشمس شحاقة ببرك شحاقة بسدر يزمش حكوا حرت شوب ويزا أقوى رزوخ طان وخشان ذا سيرست ولطنا الشيء حق يقنيش بوقو الشيء حق تقوم أجرقر. Имеют место много разговоров и о том, что данный спортивный объект не вписывается в архитектурный облик столицы и что наряду с множеством других строений портит старинную архитектуру древнего города. Как оказалось, у властей столицы нет и никогда не было проектно-сметной документации. Мы просмотрели все помещения, поле просмотрели, там искусственное покрытие. Немного сомневаемся в дренажной системе.
В отделе управления архитектуры города Сухум нет исходно-разрешительных данных. Мы, в принципе, не видели и проект. Мы узнали, что проект проходил экспертизу. Нам нужны обязательно в период ввода в эксплуатацию акты о скрытых работ. То есть это фундаменты, это конструкции, нам это необходимо. Там есть пожаротушение, сделана система мощная очень, мы видели, заходили, но мы считаем, что нужно обязательно опробовать до того, как начнутся соревнования. Претензии к строителям есть и у Генеральной прокуратуры. В производстве Следственного управления находится уголовное дело, возбужденное в отношении индивидуальных предпринимателей Дмитрия Матова и Артура Терекяна в связи с осуществлением ими незаконной предпринимательской деятельности при строительстве Сухумского стадиона. В связи с отсутствием документации, подтверждающей расходы на строительство стадиона, а также то, что получателем денежных средств по доверенности индивидуальных предпринимателей является главный бухгалтер ЮСК, следствием отрабатывается версия о присвоении бюджетных средств путем искусственного увеличения стоимости и объемов произведенных строительных работ. В указанных целях в настоящее время на территории Российской Федерации проводится строительная техническая судебная экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Недавно в социальных сетях появилась информация о том, что стадион в ближайшие дни открывается. На абхазское телевидение был прислан ролик, в котором южная строительная компания презентует стадион. Заказчик объекта, Министерство образования, науки, спорта и молодежной политики, опровергло данную информацию. Объект не то что в ближайшие дни, но и в обозримом будущем открывать не планирует. Множество недоделок отодвигают этот миг в неопределенную даль, уверили нас в ведомстве. Стадион к приемке не готов. Объясню почему. Я не говорю у меня вот лежит бумага, акт недоделок, да, по объекту городского стадиона. Дело в том, что 14 незавершенных работ, которые существуют на данном месте, на самом деле стадион построен, знаете, есть такая поговорка, лучше, чем ничего. Не надо обманывать ни людей, ни молодое поколение, ни нас самих, что сегодня в ближайшее время откроют этот стадион. Я никого не виню, ни ту власть бывшую, ни ту, которая сегодня у нас есть действующая. Я никого не виню. Я виню тех людей, которые реально, не обдумывая, начали строить стадион в одностороннем порядке. К строителям у заказчика множество претензий. Была проведена проверка, которая показала наличие ошибок, не позволяющих эксплуатировать стадион. Одни говорят, что это утопия, вторые говорят, что это по евростандарту. Скажите, пожалуйста, что по евростандарту входит туда? Можно узнать. Наверное, люк электрического короба, который стоит в центре поля. То есть в центре, где место вратаря. И плюс еще вокруг 6 люков, которые идут. Был проект один. Почему не по проекту сделан, а по второму проекту сделан? Никто не хочет правду говорить, да? А почему? В свою очередь, глава Южной строительной компании, воздвигшей данный спортивный объект, все обвинения опровергает. На месте, не на месте, плох или хорош, это не дело строителя. Хотя считаю, что на месте. Хотя считаю без ложной скромности, что мы построили, образно говоря, в этой весовой категории, да, стадион, самый лучший стадион в мире. Средняя цена строительства стадиона в Европе еще до повышения курса валюты составляла от 4 до 6 тысяч долларов за место. Максимальная цена свыше 14 тысяч долларов. В России минимум 7 тысяч долларов за место, утверждают в аудиторской компании, являющейся одной из крупнейших в мире. В Абхазии стадион построили в разы дешевле, утверждают строители. Стоимость одного места – половина мирового минимума – 3,5 тысячи долларов за место. Мы не то что не испортили, мы построили за счет компании, за счет своих резервов ливневки, канализацию. И вот на близлежащих улицах помогали делать ремонт городским службам в ремонте изношенных от времени коммуникаций. И вообще в этот стадион мы вложили очень много
собственных средств. Оборудование, которое стоит в спортивных залах, это оборудование, приобретенное за счет средств Южной строительной компании. Вся мебель и в раздевалках, и в кабинетах – это тоже то, что мы приобрели за собственный счет. Недоделками на данном этапе занимается Управление капитального строительства. Его представители пока отказываются от комментариев, поэтому нам не удалось узнать, сколько еще денег необходимо, чтобы довести до ума начатое, а главное, откуда взять эти средства. Да и потом, во сколько будет обходиться содержание этого громоздкого спортивного сооружения. Вопросов еще много, и мы к этой теме вновь вернемся. Ну а пока что касается остального – парковок, подъездов к стадиону. Здесь как нельзя лучше пригодится опыт зарубежных стран. При проведении спортивных мероприятий подъезды к стадиону для транспорта закрываются. Под парковки отводятся свободные площадки, далеко не всегда близлежащие. В нашем случае парковки не предусмотрены, но у нас всегда есть главная площадь Сухума, которая от стадиона расположена всего в нескольких кварталах. А значит, пройтись пешком и посмотреть красивый абхазский футбол при желании мы сможем всегда. Низ Фаршба, Эльдар Дамиров, Саид Айба, Беслан Джинджолия, Георгий Кутарба. Абхазское телевидение.